Второй инвестиционный форум в селе Чапаево, запуск кинозала и проведение самого протяженного летнего водопровода в селе Булгуняхтах, открытие памятника матери-героини на Батамае и участие района в ежегодной акции «Помоги пойти учиться». Смотрите в этом репортаже последние новости из Хангаласского улуса. В Улусе будет реализован пилотный проект «Территория развития местного производства долины Эркени». На сегодняшний день определены первые потенциальные резиденты. Они представили свои проекты на втором инвестиционном форуме района в Николаев-центре в селе Чапаево. Форум стартовал с демонстрации флага и звучания гимна Российской Федерации в рамках Дня государственного флага России. Одним из первых на форуме выступил заместитель министра экономики республики Александр Афанасьев. Он рассказал о принятом в этом году законе о территориях развития местного производства в республике Саха-Якутия. На территориях развития местного производства будет действовать особый правовой режим на осуществление предпринимательской деятельности для насыщения местного рынка товарами и услугами и ускоренного социально-экономического развития. Установление особого правового режима заключается в определении территории поселения, где осуществляется предпринимательская деятельность с установлением определенных преференций по налогам, а также мер государственной поддержки предпринимателям, получивших статус резидента в виде возмещения части страховых взносов, части затрат на уплату процентов по кредитам и по капитальным вложениям на производство. В качестве пилотной территории была предложена долина Эркени в Хангаласском улусе. О том, что данная долина является перспективной в плане инвестиций и развития местного производства, говорили еще во время первого инвестиционного форума. Первый инвестиционный форум проходил у нас в сентябре 2019 года по инициативе нашего первого президента Михаила Ефимовича Николаева. Тогда у нас была одна цель – создать территорию опережающего развития на долина Эркени. Именно акцент делался на долине Эркени, но эта территория опережающего развития, она должна была иметь региональный статус. Одним из потенциальных резидентов территории развития местного производства долины Эркени является предприятие НХЗ Групп со своим проектом «Мясокомбинат Немигюнский». Мясоперерабатывающий кластер, состоящий из хладобойни и мясокомбината, планирует открыть под Покровском на территории старого комбикормового завода к 2025 году. Новый мясокомбинат будет все по-другому делаться в плане того, что автоматизация, диджитализация, системность подходов, система сбыта, логистики, все по-другому будет. Еще одним резидентом может стать Актемский наслег с проектом «Село среднего достатка». Основная цель данного проекта – достижение к 2027 году уровня достатка всех жителей наслега в размере 2 прожиточных минимумов. Для этого нам необходимо, первое, развивать действенную систему поддержки экономической активности, создать агротехнологическую территорию опережающего развития на территории долины Эркени Хангаласского улуса, повысить предпринимательскую активность на основе внутреннего потенциала и ресурсов каждого человека. На форуме также со своими проектами выступили другие потенциальные резиденты. Например, туристический комплекс Ортодойду, технопарк Три долины и крестьянско-фермерское хозяйство Евдокии Денисовой. Завершился форум подписанием соглашений между районной администрацией и муниципальными образованиями город Покровск, Немигюнский наслег, Жерский наслег, Актемский наслег и Техтюрский наслег, входящими в состав пилотного проекта «Территория развития местного производства долина Эркени». Кино возвращается в села. В 17 сельских поселениях республики открылись современные кинозалы. Их всех объединяет система проката «Экстра Синема», которую разработали в Якутии. Запуск кинозала состоялся в том числе и в селе Булгуняхтах. Все 17 кинозалов запустили в работу одновременно по видеосвязи. На символическую кнопку нажали глава региона Айсен Николаев и генеральный директор компании «Экстра Синема» Петр Черяев. Новый кинозал в селе Булгуняхтах разместили на базе местного центра культуры. Комплект кинооборудования и контрольно-кассовая техника были закуплены за счет субсидий регионального Минкультуры.
Кинозал работает на платформе «Экстра Синема». Она включает в себя отечественный проектор, который собирают в технопарке Якутия, цифровую платформу и стандарт кинопроката. Доставка фильмов осуществляется через интернет и при этом обеспечивается шифрование и надежная защита цифрового контента от взлома и копирования. В новом кинозале сельчанам первым показали якутский фильм «Бүгүн былыр». Сейчас разрабатывается расписание еженедельных кинопоказов. Мы планируем 3 киносеанса. Например, для взрослого населения в рабочие дни им удобнее, поэтому среда, четверг по вечерам для взрослого населения, а по субботам для детей и молодежи. Одной из первых возможностей современного кинозала оценила жительница села и женщина-киномеханик со стажем более 30 лет Геокла Петрова. Качество, конечно, не то, что у нас. У нас и оборваться могло пленка. Все, пиши, пропало, тогда сиди, ремонтируй. И аппарат может подводить. Сейчас звук очень ясный. Фильмы яркие, цветные все. Любо-дорого сейчас, наверное, работать. На сегодняшний день в Якутии насчитывается 27 кинозалов, работающих на платформе «Экстра Синема». Также в селе Булгуняхтах проложили самый протяженный летний водопровод в республике. Длина его сетей составляет 28 километров, а охват 100% домовладений в селе. Жительница села Булгуняхтах Татьяна Голокова вместе с мужем занимаются растениеводством. У них огромная теплица площадью 96 квадратных метров, где они выращивают овощи и зелень для себя и на продажу. Также Татьяна ежегодно во дворе высаживает пестрый цветник на зависть соседям, который радует глаза своей красотой и изысканностью. Но все перечисленное требует регулярного полива, причем в больших количествах. Много лет супругам приходилось брать техническую воду из реки, а также копить разными способами дождевую воду. Приходилось привозить самим, потому что если мне покупать воду, то она бы была, дорогим бы был у меня овощ. Поэтому мы сами привозили. Сами, то есть во что вы набирали? Мы в емкости возили с реки. У нас маленький трактор, естественно, привозили и вот таким образом мы осуществляли полив. И на это уходит время. Вот это вот как раз расход времени. Теперь поездки к реке за водой позади. В этом году в Булгуняхтахе прошла масштабная работа по монтажу летнего водопровода. Наш летний водопровод имеет свою протяженность 28 километров. Это самая длинная труба, которая имеется у нас здесь, в республике. И хотелось бы отметить то, что нам очень помогла программа местных инициатив, благодаря которому мы получили дополнительное софинансирование 3 миллиона рублей. Также мы заложили с местного бюджета, дали пожертвования сами жители и помогли наши спонсоры. Стоимость прокладки летнего водопровода изначально составляла 36 миллионов рублей, но цену удалось сбить до 21 миллиона. Она сократилась с помощью того, что наши жители поддержали полностью наш проект и решили все работы, связанные с землей, взять на себя. И мы устроили такой масштабный субботник. Все наши мужчины, все наши жительницы вышли и копали траншеи протяженностью 28 километров. Это у нас продолжалось около месяца. Также с одним из подрядчиков компании «Эгопласт» были достигнуты договоренности о рассрочке на 2 года. Но работы были выполнены сразу, и сейчас водопровод доступен всем жителям села. На сельском сходе было решено, что цена за пользование водопроводом в первый год будет фиксированной, то есть не будет зависеть от объема потребляемой воды. Сказали, что оплата у нас будет ежемесячно в летний период 500 рублей со двора. Ну, такая была. Фиксированная цена, да? Да, так было. Даже это 500, это для меня, например, это малая сумма. Поэтому я рада идти и 500, и 1000 еще, в принципе, ничего страшного. Оплата, поступающая за пользование водой, будет распределяться на зарплаты работникам, обслуживающим летний водопровод, и на расходные материалы. Матери, проводившие на фронт 6 сыновей во время Великой Отечественной войны, поставили памятник в местности Батамай.
Акулина Строева в девичестве Филиппова вместе с мужем Егором Строевым родила и воспитала 9 детей, из них 7 сыновей и 2 дочери. Из 7 сыновей 6 были призваны в Красную армию, 5 возвратились с победой и 2 дошли до Берлина. Мемориал матери-героини установили в ее родном селе Батамай Тумульского наслега, возле часовни святых апостолов Петра и Павла. На открытие прибыли многочисленные внуки и правнуки Акулины Строевой. Скульптор Олег Соловьев, который работал над памятником, изобразил ее в момент проводов сыновей, а на фоне виднеются ленские столбы. Мы решили запечатлеть свою бабушку на фоне ленских столбов. На фоне той родины, где они, дяди наши, где отец мой, родились, выросли. Вот с этой же деревушки нашего Батамай она и проводила своих сыновей. Вот поэтому так художник изобразил наши мысли, нашу идею. Это не то, что как бы память всех матерей, я скажу вам, которые уходили отсюда их дети. Много же матерей-то проводило своих детей. Многие дети их не вернулись с войны. Это как бы олицетворяет бабушку нашу со всех матерей. Понимаете, вот нашей деревушки Батамай. Хангаласский улус присоединился к социально значимой акции «Помоги пойти учиться». Учреждения и предприятия, а также простые жители района дарят подарки к новому учебному году детям из многодетных, малообеспеченных семей, а также детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Не обошли вниманием и школьников, чьи отцы сейчас находятся в зоне СВО. В этом году в школах Хангаласского улуса пошли учиться около 5000 учащихся. Из них 467 – первоклассники. Несомненно, сборы в школу – затратный процесс для родителей, особенно если в семье много детей или доход семьи ниже прожиточного минимума. Именно таким категориям семей оказывается адресная помощь в рамках акции «Помоги пойти учиться». В районе она стартовала 10 августа и проходит в 2 этапа. Первый этап уже завершился, сейчас идет второй этап – приобретение и вручение канцелярских принадлежностей, школьных форм и прочих необходимых для учебы вещей. Курирует акцию отдел социальной политики районной администрации в тесном сотрудничестве с Хангаласским центром содействия семейному воспитанию. В первый этап были включены такие мероприятия, как определение количества семей, которым нужна помощь, посещение семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, составление списков, посещение семей также, которые находятся на учетах в различных органах системы профилактики и распределение этих семей по организациям и по отделам управления. В рамках акции свой набор канцелярских принадлежностей получила юная Лаура из города Покровска. Ее в одиночку воспитывает мама-инвалид по зрению. Нынче девочка пошла во 2 класс, и чтобы собрать ее к школе, было затрачено 25 000 рублей. Ну, все это цены дорожают. Что больше всего подорожало, на ваш взгляд? Ой, на наш взгляд, это обувь и это верхняя одежда. Не первый год в акции принимают участие национальный парк «Ленские столбы». Нынче парк оказал помощь в виде денежных сертификатов в магазин канцелярских товаров 26 первоклассникам из наслегов улуса. Кстати, в этом году акция охватывает также семьи участников спецоперации. У меня 3 детей, старший студент и 2 школьники. Нынче у меня моя младший ребенок, дочка Настя, идет. Но мы еще канцелярию не приобрели. И вот как раз национальный парк «Ленские столбы» нам подарили сертификат на акварель на 5000, сумму на 5000. На сегодняшний день спонсорская помощь в рамках акции «Помоги пойти учиться» оказана многим юным хангаласцам.